С Новым годом, друзья, с новым 2023 годом вас. Слышите, наверное, хруст такой, снег под ногами Маши. У нас морозно. Солнце встает. Но солнце как бы сейчас позже встает. Сейчас еще рано, где-то в феврале это уже будет заметно. Вот. Ну а на днях был такой, первые дни Нового года был такой снегопад мощный, очень мощный снегопад. Даже пришлось вызывать трактор и чистить участок трактором. Ну, небольшое включение этих дней сейчас покажем, что и как там, как нанимали и кто приходил помогать. Ну там буквально минутки 3-4. Первые дни Нового года, нового 2023 года. И вот сразу начинается вот такое у нас небольшие проблемы хозяйственные. За ночь очень много выпало снега. Начался снегопад, начался первого где-то в ночь. И вот на 2 число, это утро, да? Вот столько. И пришлось опять нанимать трактор частника. Ну, вот такое количество, и снег еще сырой. Очень тяжело уже вручную убирать Маше. И решили вот. Трактор стоит 800 рублей, ну что уж потом поделаешь. Надеюсь, снег перестанет, потому что по прогнозу там показывает вроде морозную погоду. Благо, хоть есть возможность, как говорится, нанимать этот трактор. Установка такая не нож, а вот какой-то ковш вот этот. Ну, вроде как убирает тоже нормально. Вот этот хоздвор. Помощник даже там, смотрю, в кабине сидит у тракториста. Ну, привет, показывает. Привет. Помощник Александр. Видите, машет. Привет передает. Видите, вот дрова там. Уже расколотые, друзья. Все, вторая пачка тоже расколотая. Вот почему-то немножко скалтурили. Вот видите, около трактора там куча не сложили. Но кольщик сказал, что это самое будет складывать. Посмотрим на его честность. Деньги дал. Деньги даже немножко как бы добавил. Чуть-чуть по договоренности. Договаривались на 3. Но дал 3500. Вот. Мой пандус. Вот смотрите. Это уже вручную пандус придется убрать. Ну, снег прибавляется, не может быть зима без снега у нас, все равно догонит. Запросто может нагнать за неделю зимнюю норму. Раиса Ивановна, сестра, помогает. Приехала с города тоже на новогодние праздники и без работы ей не сидится тоже. Все время что-то, вот когда приезжает, все время помогает там. И не только на участке, где со стороны родительского дома, но и постоянно. Ну и Александр там кулак показывает. Такой человечек смешной. Ну, хороший помощник это трактор, конечно, но если каждый день нанимать, это дороговато получается. Вот и смотрим по прогнозу, какая погода будет впереди. И за день до этой погоды стараемся, вот, например, снегопад заканчивается, и стараемся потом позвонить по телефону, благо Михаил соглашается и чистит. И вот сестра там подбрасывает, чтобы под колею трактор. Куда не может нож попасть, это еще
Ну, в принципе, Чищенко всегда убирает. Это постоянно вызываем этого тракториста, так сказать. Вот так год начинается, друзья, у нас. Вот. Ну а дальше там морозы обещают. Даже по ощущениям 42, но где-то градусов, наверное, 35, и ветер северный еще 42, говорят, будет ощущаться. Вот такой снегопад был мощный. А сегодня уже морозно, все меняется очень быстро. Вот. Сейчас еще немножко покажем, как Маша съездила, ну, буквально какая елочка у тещи, у Лидии Кузьминичной. Умка просится гулять, и ее скоро сейчас выпустим, пускай побегает. Сегодня я в гостях у мамы. Пришла в гости к маме. У нее уже стоит елочка такая. Маленькая елочка, красивенькая такая. Украсила елочку. И вон гирлянда уже под потолком висит. Украсила потолок гирляндой. И звучит новогодняя музыка. Как настроение, мама? Гирлянда красиво висит. Озморгайт. Мама сделала холодец. Я еще вот не сделала. Придется еще сегодня, завтра уже. Сегодня уже не получится. Завтра сделать тоже холодец. Новогодние мандарины, виноград. Вот такая красота у мамы. Оказывается, это я сама дарила, я уже и не помню. Возле елки новогодней поставили. Просто проводка короткая, да, на этой тумбочке. И елочка. Елочка тоже из лесу. Не искусственная, а живая елочка. И запах. Запах приятный такой от елки. Ну, значит, побывали у тещи в гостях виртуально, так сказать. Вот так я и гуляю, друзья. А теперь немножко покажу, как выглядит, ну, Нившера. Ну, небольшие такие фотографии. Давайте-ка, друзья, еще посмотрим, вот как выглядит Нившера. Ну, небольшие такие моменты. Первая была елка. Это уже возле Нившерского садика. Вот так детишкам все разукрасили. Такие фигурочки делали. Сад ясли. Это уже возле школы. Такая елочка тоже стоит. Но внутри, к сожалению, не могу. Это возле одних из магазинов. Такие фигурки Деда Мороза, Снегурочки. Вон кролик, кот. Символы года, 23-го года. Вот так. Паровозик такой. Вот такие незамысловатые, это снова школа, фигурки. Ну вот, немножко показал, друзья, фотографии.
Ну, такие короткие небольшие моментики, скажем так, видео деревенские, пускай будут деревенские заметки такие вот, небольшие, что происходит в первых днях Нового года. Ну и, друзья, еще раз поздравляю с Новым годом. Всем счастья, здоровья, успехов, любви, позитива, счастья в каждый дом. С Новым годом, друзья!